что многие этические нормы, просто хабза, да, они основаны именно на этой практике. Примеры из этих 12 атрибутов. Например, один из сильнейших ядов, который мы разрушаем самого себя, это яд спешки, суеты. Противоядием является такой атрибут любви, как уравновешенность. Нет ничего страшнее страха, говорили древние. Да? Отвага практиковалась как атрибут любви, потому что действительно человек влюбленный, он ничего не боится. Третий момент важнейший – интеллектуальное очищение. Интеллектуальное очищение означает внимательное наблюдение за тем, какими верованиями, какими клише, какими внутренними убеждениями мы пользуемся, откуда они пришли. Может быть, они были нами внушены кем-то, или они действительно проверены жизнью. И вот Хабзе предлагает к любому событию в знаниях подойти с тремя трехступенчато. Внимательное наблюдение, адекватные выводы и обязательная проверка их на практике. Вот такой подход позволяет человеку научиться видеть суть происходящего. И последний, завершающий важнейший момент очищения и самосовершенствования – духовная составляющая человека. У князя Валевского тоже такое высказывание, которое он приводит, что это высказывание дали ему черкесы. Человек приходит из вечности и уходит в вечность, но в промежутке он накапливает богатство своей души. Очень интересное высказывание. Я недавно на похоронах слышала такое тоже поразившее меня высказывание. Мне придется сказать по-адыски и попробовать перевести. «С гором псаря кужнут хамсаби куемет». То есть пусть Бог не подарит вам ребенка, который предназначен для того, чтобы дожить чью-то жизнь. Кусок какой-то недожитой жизни. Интересно, что в отличие от индийской и тибетской йоги, в кавказской йоге нет понятия реинкарнации. Есть понятие инкарнации. То есть каждая душа уникальна и никогда не повторяется. Поэтому дорожите каждым мгновением для того, чтобы делать добро. Есть очень интересный момент в Орхабзе, что когда человек умирает и предстает перед глазами Всевышнего, да, он не спрашивает, какой ты вере принадлежал. Он спрашивает, анализирует, какое ты добро сделал в течение жизни. Важный термин сказать, что впервые, может быть, прочитав эту книжку, мы узнаем о существовании не только Тха, да, внешнего как бы главного Бога, но существования внутреннего Бога в сердце каждого человека, который назывался Марджа. Вот эта Марджа, когда я прочитала в вашей книге, я была потрясена. Сначала я была удивлена, думаю, при чем тут Марджа? А потом вспомнила. Мардж, человек, мардж, Хожин говорит в сердцах, когда какая-то экстремальная, очень важная ситуация. То есть это обращение к своей внутренней силе, к своему внутреннему Богу. То есть ничто другое уже не способно поддержать человека в данной серьезнейшей ситуации, чем это марджа. И я поняла, что здесь это на самом деле правда внутренний Бог. Да, и еще очень хотел бы я бы сказать следующее, что Орхабзе определяет очень светлое предназначение человека. Знания приходят неспроста. Почему именно сейчас вдруг это абсолютно секретное знание стало открытым? Почему, кстати говоря, его же нельзя было выносить за пределы посвященных? Да, потому что человечество сейчас находится на развилке своей истории. И очень важно, чтобы все тайное стало явным. То, что тибетцы были изгнаны, тибетские ламы, видимо, основной духовный костяк был изгнан из Китая и ушел в Америку, в этом есть божественный промысел в том смысле, что они вынуждены были свои знания наружу. Я встречался в Московском университете с Далай-ламой.
Это такой вопрос я ему задал. И в ответ меня очень поразил. Он сказал, ну, во всем плохом есть и хорошее. Кстати, эту книгу Валевского, это на польском языке? Нет, она на русском языке, издана в 2005 году. То есть ее можно, в принципе, и купить, и прочесть, да? А что еще, поскольку зритель может и не купить, и не прочесть, что интересного относительно кавказской йоги он Я бы видит? посоветовал бы прочитать книгу Хацуковой «Духовная вселенная адыгов». Прекрасная книга, издана несколько лет назад. Вот, там очень тоже многое можно узнать. А как вы думаете, это возможно, чтобы в будущем хоть часть этой культуры возродилась? Я, например, считаю, что остаток своей жизни я буду только этим и заниматься. Во-первых, сейчас, после выхода книги, я хочу сделать сайт, где всю информацию, о которой знают некоторые, посвященные, да, но которых не знаем мы бы собрали вот на этом сайте, организовали бы какие-то встречи, конференции, семинары. Вот, я очень мечтаю пригласить Мурата Ягана в Адыгею. Сейчас... Это сколько ему лет сейчас? Ему в этом году исполняется 95 лет. Несколько лет назад он приезжал в Абхазию. Вот, я думаю, что и к нам тоже приедет. Орхабзе не боится никаких новых открытий в науке или в искусстве, новых знаний, потому что все это приветствуется как часть истины. Поиски истины являются целью вообще существования человека на Земле. Заур, спасибо большое. Я отлично понимаю, что 15 минут телевизионной передачи – это ничто для того, чтобы дать хотя бы маленькое представление о том, что такое и ваша книга. Спасибо, что пригласили. Я рада, что вы есть. Наши передачи смотрят только потому, что есть такие герои, как вы. Спасибо вам большое. Я желаю вам, чтобы ваша идея о последователях, если можно так это назвать, получилась, потому что я и не вижу иного будущего для нашей молодежи адыгской, кавказской. Всего вам доброго, удачи. Спасибо вам всем. Здоровья. Здоровья, да-да-да. Всего доброго, дорогие зрители. До новых встреч в эфире.